В России изменяются правила тестирования для мигрантов. Теперь это будет более комплексный подход. Мигрантам изменят правила сдачи экзаменов по русскому языку и истории. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, к чему нужно готовиться. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Для иностранцев, желающих жить и работать в России, установят новые правила сдачи экзаменов на уровень владения русским языком, на знание истории и российского законодательства. Правительственный закон об этом приняла Госдума. Ожидается одобрение Совета Федерации президента Российской Федерации. Согласно законопроекту, сложность экзаменов будет зависеть от цели перебывания иностранцев в Российской Федерации. Требования к уровню владения русским языком, как иностранным, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина, трудовая деятельность, временное или постоянное проживание, гласят новые правила. Также срок действия сертификата будет зависеть от цели получения этого документа. Так, сертификат выдадут на 3 года, если иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание, на работу или патент. Бессрочное действие сертификата предполагается, если его выдают для получения вида на жительство. Согласно законопроекту, на федеральном уровне установят форму и порядок проведения экзаменов, а также требования к минимальному уровню знаний. Кроме того, Кабмин определит методичку расчета стоимости услуги по проведению комплексного экзамена. Сейчас регионы вправе сами устанавливать перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение указанного экзамена, а также порядок и форму проведения самого экзамена. Согласно новому закону, проводить экзамены будут образовательные организации, входящие в официальный перечень. Эти же организации будут выдавать сертификаты, подтверждающие уровень знаний, отмечает издание. Так будет меньше путаницы и меньше отделок. Еще одна норма исключает сертификаты из числа документов, которые гражданам необходимо предоставлять при получении тех или иных государственных или муниципальных услуг. Это связано с тем, что сведения из сертификатов уже будут занесены в федеральную информационную систему, что куда облегчит жизнь мигрантам. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 1 января 2015 года в России был введен обязательный комплексный экзамен для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание и трудоустройство, а также вид на жительство в стране. Тестирование включает в себя блок заданий по 3 дисциплинам – русскому языку, истории России и основам законодательства. По замыслу законодателей, знания, полученные во время подготовки к экзамену, помогут мигрантам адаптироваться к жизни и работе в России. При этом экзамен по русскому языку не нужно сдавать иностранцам, получившим образование в Советском Союзе, тем, кто учил язык в российских вузах, а также приезжим старше 60 лет. Но раньше на эти сертификаты было очень много подделок, очень часто мигрантов кидали в самом прямом смысле этого слова. И было очень тяжело. Но сейчас это все узаконится, устаканится и будет контролироваться максимально, чтобы мигранты чувствовали свою безопасность. Введение в законодательство предлагаемых изменений позволит обеспечить выстраивание эффективной системы социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, основанной на уважении и знании русского языка, истории, культуры и жизненного уклада российского общества. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.